Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Яна Бабаева. Федеральная программа устранения цифрового неравенства действует на территории нашей страны уже 10 лет. За это время была проведена колоссальная работа. В малонаселенных пунктах появился интернет и телефонная связь. И сегодня в нашей программе мы поговорим о том, как программа работает в Якутии, а также какие проекты совместно с правительством реализуются на территории региона с компанией «Ростелеком». С нашим гостем Константином Войтыховским, директором филиала Саха-Телеком ПАО «Ростелеком». Добрый вечер. Добрый вечер, Яна. Спасибо, что пригласили. Константин Леонидович, расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям подробнее о проекте устранения цифрового неравенства и вообще, что удалось сделать за то время, что он существует на территории региона. Программа устранения цифрового неравенства — это федеральная программа, которая действует достаточно давно на территории Республики Саха-Якутия, ну и в целом по стране. В эту программу попадают населенные пункты от 100 человек до 500 человек, проживающих в населенных пунктах. То есть все, что выше, там 600-700 человек, не попадает в эту программу. Она специально рассчитана на малые населенные пункты, там, где нету сейчас интернета, где нету стабильной связи, сотовой связи, фиксированной связи. Туда приходит оптоволоконная линия связи, либо устанавливается спутниковое оборудование, и появляется хороший, качественный интернет, хорошая, качественная телефония, то есть стабильная связь для населения. Эта программа уникальная. Она чем уникальна? Тем, что, во-первых, население самостоятельно выбирает, каким образом и в каких населенных пунктах будет именно в этом году реализована эта программа. Происходит голосование. Голосование происходит разными способами на портале государственных услуг. Возможно делать с помощью письма, электронного письма проголосовать. Можно сделать нарочным письмом, ну так сказать, через Почту России проголосовать, телефонным звонком или СМС. И таким образом люди, голосуя за конкретный населенный пункт, определяют, какой населенный пункт в этом или в следующем году будет построен и будет реализован. Федеральные средства выделяются в полном объеме. Программа реализуется в среднем по 14 населенных пунктов ежегодно. Например, в 2024 году мы установили специальное оборудование в 14 населенных пунктах. И уже точно я знаю, что в большинстве запущен высокоскоростной интернет и работают технологии 4G формата LTE. А почему программа называется УЦН 2.0? Чем отличается устранение цифрового неравенства, которое было раньше и сейчас? Раньше, когда мы строили оптические линии связи в населенные пункты, либо устанавливали спутниковое оборудование, к этим каналам связи мы прикрепляли так называемую точку доступа Wi-Fi. И в ограниченном радиодоступе, ну где-то примерно около 50-100 метров радиуса, жители могли пользоваться услугами Wi-Fi с определенной авторизацией через также портал государственных услуг, услугами интернет. Это, конечно, здорово, но не так удобно, как сейчас. Сейчас, как и все в нашей жизни, трансформируется, происходят разные инновации. И по программе устранения цифрового неравенства 2.0 мы устанавливаем теперь не точку доступа Wi-Fi, а базовую станцию сотовой связи. И каждый человек, имея мобильное устройство у себя, планшет, телефон, смартфон, может получать высокоскоростной доступ к сети интернет, пользуясь услугами сотовой связи. Ну вот вы сказали, что в этом году уже все работы практически завершены. Какие планы на 2025 год? Что будет сделано? Ну, давайте я сначала расскажу все-таки, как мы это делали в 2024 году. Давайте. Да, проект сложный. Чем он сложный именно у нас? Это, естественно, логистика. У нас большие территории, и как по себе выглядит программа? То есть мы должны либо проложить оптическую линию связи, а прокладываем мы ее в грунте, устанавливаем опоры, подвешиваем кабель, либо подвешиваем кабель на линиях электропередач. Это занимает очень много времени, с учетом того, что нужно доставить материалы, приобрести их и организовать. Либо когда мы устанавливаем оборудование спутниковой связи. Оно тоже такое громоздкое, крупногабаритное. Установив его, все нужно подключить к сетям электрическим. Это тоже отдельный момент при получении технических условий и их подключения. И доставляя все необходимое оборудование в наши населенные пункты,
А получается уже так, что за предыдущие года совместно с Республикой Саха-Якутия, с Министерством инноваций мы построили больше 11 тысяч километров линий связи, то у нас остались практически самые отдаленные населенные пункты. И логистика, естественно, сложная. Поэтому мы работаем с нашими логистическими компаниями, либо рекой, либо самолетами, разные пути, транспортные компании, доставляем крупногабаритный груз туда. А вы знаете, что базовые станции сотовой связи еще устанавливаются на антенномачтовых сооружениях. То есть мачта должна быть, как минимум 20-25 метров, к которой прикручивается, так скажем, базовая станция. И это тоже отдельная конструкция, которую нужно довести, доставить, смонтировать, сварить, организовать, выделить земельный участок. И вот в этом возникают сложности, но так как задача поставлена, то мы, несмотря ни на что, на холод, на удаленность, может быть, на какие-то ограничения, справляемся с этой поставленной задачей, реализуем федеральную программу. Хотел отдельно тоже сказать благодарность Министерству инноваций, которое всячески нам помогает, если какие-то появляются сложности. Очень сильно помогают главы муниципальных образований. Главы наслегов прям иногда даже настойчиво говорят: давайте мы вам это сделаем, мы это поможем как-то там, организуем, может, людей где-то там поселить, приютить. Вот, спасибо им большое. И успешно реализуем. Например, вот расскажу про Алекминский район. Достаточно было сложно, в этом году было там, и пожары, и паводок, и все остальное, но мы успешно подключили населенный пункт такой Дабан в Алекминском районе. И вот буквально недавно разговаривали с Николаем Николаевичем, главой района. Он говорил отдельную благодарность, передал нам отдельную благодарность от жителей этого населенного пункта, потому что сотовая связь работает, которой давно, которой вообще не было. Появилась возможность получать сервисы все цифровые, государственные услуги. И, конечно, вот население, граждане наши прям чувствуют приход цифровизации. Ну а если говорить про 2025 год, уже прошло голосование. Все могли проголосовать, все участвовали, мы в том числе. Определились 14 населенных пунктов первых, у которых большее количество голосов. Это тоже отдаленные населенные пункты разных районов, Абыйского района, Среднеколымского. Есть, например, Оленёкского района такой населенный пункт, как Эйк, где мы будем в этом году устанавливать базовую станцию сотовой связи и давать возможность людям получать высокоскоростной интернет. Я вот хотела спросить, а оборудование, наше российское? Тут, как всегда, есть нюансы. Да? Естественно, мы импортозамещаем разное иностранное оборудование и по максимуму используем отечественное. У нас есть такие компании, как «Булат», которые начали производить базовые станции отечественного производства. Мы их в определенном количестве на территории Республики Саха-Якутия установили и тестируем, запускаем. Там не только от базовой станции зависит, но там еще и само ядро, которое они подключаются. Знаете, хотел тоже вот отдельный момент рассказать. Мы раньше использовали оптоволокно иностранного производства. Оно было зарубежное, потом мы перешли на Китай. Сейчас наши заводы-изготовителя уже производят отечественное волокно, обмотку отечественную. И по большей части мы его используем в наших северных условиях. У нас есть определенная уникальность по сравнению с другими городами и областями. В чем? Так как у нас климатические условия суровые, и где нет линий электропередач или столбовых линий, мы вынуждены прокладывать оптику в грунте. И поэтому оптика, именно кабель сам, должен обладать соответствующими техническими характеристиками. И он у нас специальный, он в двойной такой обмотке, он 40 килоньютонов на растяжение, то есть он позволяет долгосрочно, от 15 до 25 лет быть необслужим, находиться в грунте, если он правильно уложен и правильно реализован, и эксплуатироваться, и, соответственно, надежность и качество связи это будет реализовано и будет соответствовать. Мы стараемся не использовать дешевый материал, мы приобретаем именно надежное качество, потому что дороже будет что-то потом восстанавливать и ремонтировать, чем сейчас. Сразу сделать хорошо. Конечно, да. Лучше не экономить на этом. Как говорят, скупой платит дважды, поэтому мы тоже стараемся использовать качественное оборудование. Поэтому материалы в основном отечественные, подрядные организации, которые нам помогают, это наши, местные, республиканские. Мы считаем, что
коллеги должны зарабатывать на территории, чтобы и налоговые поступления, ну и занятость населения тоже была. Естественно, определенную роль играет кадровый дефицит. Ну, слава богу, вот нас активно поддерживает колледж связи. Мы ребят, студентов приглашаем на практику, благодаря тоже взаимодействию с Министерством инноваций и непосредственно директором колледжа связи. Берем на практику, ребята смогут заработать, смотрят, как мы работаем, ну а потом устраиваются к нам на работу, и это такая хорошая постоянная практика. А наши коллеги, в свою очередь, ну, наверное, может, не знаю, слышали, не слышали, мы открыли там кафедру и установили специальное оборудование, чтобы ребят научить варить оптику, настраивать оборудование. И наши сотрудники приходят и проводят лекции именно с практической точки зрения, чтобы показать, объяснить, как это работает вживую, а не по учебнику. Вернусь все-таки к устранению цифрового неравенства. Что бывает с селами, в которых проживает более 500 человек? Тут тоже ситуация по-разному бывает. Есть населенные пункты, которые проактивны, и мы работаем с данными населенными пунктами в формате государственного частного партнерства. Что это значит? Компания Ростелеком выделяет определенные средства на приобретение материалов, на строительно-монтажные работы. А, например, населенный пункт либо участвуют в финансовом плане, ну, есть какие-то программы внутри, либо в районе, либо в наследии, либо организуют так называемые субботники, тоже тема популярная, когда готовы предоставить опоры. Рабочая сила наслега выходит на субботник, заготавливает опоры, нам их предоставляют, мы их устанавливаем, и тем самым, так скажем, складчину совместными усилиями мы проводим, например, оптические линии связи. Есть разные программы, которые есть в самом Ростелекоме, разного уровня, и мы смотрим по возможности. Если есть рядом крупный населенный пункт, и до этого села, либо наслега, ну, деревни, да, недалеко, то мы, используя свои возможности, ресурсы человеческие и материальные, прокладываем оптоволоконные линии до этих населенных пунктов. Также мы участвуем в больших программах, таких как подключение социально значимых объектов, программы такие как видеонаблюдение за единым днем голосования, плюс видеонаблюдение при ЕГЭ. И в рамках этих программ мы пытаемся тоже максимально удлинить наши линии связи, зайти в те или иные населенные пункты. Но вот большая программа была по подключению социально значимых объектов. Около 80 населенных пунктов из федерального бюджета были также подключены к высокоскоростным каналам связи. Добавлю немножко статистики. 13 у нас, получается, районов полностью цифровые. Это в каждом населенном пункте есть цифра, есть интернет высокоскоростной. У нас 2 арктических района полностью цифровые. Это какие? Это Анабарский и Оленегорский район. И знаете, у нас появляется интересная возможность в 2025 году. Хочу отметить отдельно Абыйский район, получается. Они голосуют и голосуют и голосуют, и у коллег осталось 2 населенных пункта, которые еще пока без связи, именно вот без такой сотовой, качественной ЛТЕ. Но они хорошо проголосовали в этом году и попали в программу 2025 года. И мы с очень большой надеждой, и я думаю, что у нас все получится совместно с районом и Министерством инноваций, сделать Абыйский район полностью цифровым уже в 2025 году, несмотря на то, что там нет оптических линий связи. Это будет уникальная возможность и уникальная история. Ну, это очень здорово. А какие проекты еще действуют на территории региона, которые не обязательно связаны именно с устранением цифрового неравенства? Да, давайте расскажу поподробнее. Ну, я уже немножко затронул. Это вот подключение социально значимых объектов, таких как школы, как больницы, как объекты культуры. Программа большая, она длится достаточно давно. Контракты заключены на уровне министерств и ведомств, федеральном уровне. И хорошо, у нас есть доступ школ к интернету на хороших, качественных скоростях. Вот. Есть такие программы,
опять же, государственного частного партнерства совместно с золотодобывающими компаниями или с нашей значимой большой компанией «Алроса», где мы подключаем определенные участки, либо рудники тех или иных компаний и параллельно заходим в населенные пункты. Ну, опять же, вот повторюсь, например, там совместно с «Алросой» и с коллегами из Ольнёкского района, Анабарского района нам удалось часть населенных пунктов подключить, таких как там Жилинда, Белях, и Урюн-Хая и так далее. Вот. Конечно, мы не забываем про все части нашей Якутии, и западную, где мы совместно с коллегами из угольной отрасли также подключаем и населенные пункты и реализуем совместные проекты также в формате софинансирования. Большой у нас планируется проект за собственные средства компании «Ростелеком» по строительству оптики Якутск-Магадан через Аймиконский район, через поселок Уснера, где мы хотим по пути подключить и сам районный центр, и ближайшие населенные пункты тоже к связи. Вот. Проекты возникают почти ежедневно. Вот хотел бы тоже отметить, буквально вчера мы встречались с главами Зырянки вот, и Среднеколымска. Коллеги вот здесь приехали, присутствуют и обсудили возможные вопросы строительства линий связи до этих отдаленных районов, до этих населенных пунктов. Естественно, сложностей много. С каждым днем дорожают материалы и рабочая сила. Но опять же, при правильном подходе и при совместном участии, а только так сейчас можно это реализовывать, мы подключаем и населенные пункты, и население. Ну вот буквально на прошлой неделе Евгений Николаевич Григорьев, мэр города Якутска, анонсировал появление 1000 камер в городе. Вот что это за проект, тоже совместно с Ростелекомом реализуется? Расскажите о нем. Да, этот проект, ну так сказать, давнишний. Когда Евгений Николаевич стал руководить городом Якутска, он поставил конкретную и правильную задачу. В городе должно быть безопасно, а безопасно может быть, если все-таки мы будем понимать и видеть, что происходит на улицах, на дорогах, при дворовых территориях. Особенно вот эта вот тема, связанная с наливайками, там, что там происходит, где большое скопление людей на площадях. И совместно с компанией «Ростелеком» была поставлена задача сначала установить 200 камер. Задача была реализована, мы поставили 200 камер, подключили туда специальную аналитику. Коллеги из окружной администрации, там есть целое подразделение, которое за это отвечает, правильно настроили всю эту систему совместно с нами. И мы начали вместе мониторить, что же у нас происходит на улицах города Якутска. И хорошо, что к этим камерам прикручен искусственный интеллект, который позволяет видеть скопление людей, либо тех же собак, либо там какое-то ДТП, либо какое-то происшествие. Когда было понятно, что эффективность на улицах и безопасность улучшилась, у нас даже были благодарственные письма от МВД Республики Саха-Якутия, где говорилось о том, что помогли раскрыть ряд преступлений. Усилили эту позицию, и опять же Евгений Николаевич поставил конкретную задачу увеличить до 500 камер по городу Якутску нахождения и установки. Задача была также принята, установили, настроили, показали. Тут еще очень хорошо помогли игры «Дитя Азии», потому что в рамках развития инфраструктуры, опять же, безопасности был определенный бюджет, и была возможность увеличить количество камер еще больше и еще больше. Это тоже было сделано. Сейчас задача стоит, ну, как вы уже сказали, да, там и 1000, и 1500, ну и вообще вот по примеру, например, той же Сахалинской области, где компания Ростелеком оказывает услуги видеонаблюдения, там больше 3000 камер стоит на небольшом острове и мониторит полностью всю безопасность города. Мы стремимся к тому, чтобы у нас тоже, особенно так, темные места были видны, скажем, да, и чтобы мониторинг этого процесса был организован. Поэтому будем устанавливать, будем реализовывать, добавлять искусственный интеллект. Видите, тут же еще важно что? Не просто, чтобы камера светила и работала. Обязательно должно быть хранение. Хранение видеозаписи. В данном случае хранится месяц. 30 дней хранится видеозапись. И органы контроля и правопорядка могут перемотать, посмотреть, увидеть, что там
произошло государственные регистрационные знаки на автомобилей. Вплоть даже мы тестировали, подгружается как фотография человека. Распознавание лиц? Распознавание лиц, да. И система сама идентифицирует и может показать в той или иной части, где находился конкретный человек, которого разыскивают или там что-то произошло. Это очень удобно, это комфортно. Тоже хочу сказать отдельную благодарность главам районов, потому что не только в городе Якутске мы развиваем видеонаблюдение, но еще во многих других населенных пунктах. Вот особенно в передовиках Мигино-Кангаласский район, Нюрбинский район, Сунтарский район, Чуропчинский район. Коллеги активно используют, устанавливают видеокамеры также в общественных местах, на уличных пространствах и понимают, и видят, и мониторят, что происходит на улицах. Естественно, снижается криминальная ситуация, и это дает порядок, системность и порядок. А вот камеры, которые установлены, допустим, за городом, видеонаблюдение за ледоходом, за пожарами, тоже ваши? Да, отчасти большая часть камер компании Ростелеком. Опять же, совместно с Министерством инноваций была поставлена задача контролировать паводковую ситуацию, потому что мы не знаем, где может что-то произойти. И по периметру, а точнее там вдоль реки, например, если мы говорим про реку, были установлены камеры видеонаблюдения. Активно мы работаем с Якут Лесресурс, где также устанавливаются камеры, и уже мониторятся пожары. Вот, с авиалесохраной. На больших вышках устанавливаются специальные мощные такие дальнобойные камеры. В радиусе 40 километров видно, если там происходит какое-то возгорание или там зарево или еще что-то. И тоже успешно используется мониторинг лесных пожаров, паводковых ситуаций. Вот интересная тоже была задачка, когда мы видели, что на паромной переправе могут происходить какие-то моменты, связанные с дорожно-транспортными происшествиями. Анатолий Аскалоныч в лице еще министра инноваций поставил задачу обеспечить видеонаблюдением. И буквально за один сезон было раскрыто достаточно большое количество правонарушений, где Минтранс и МВД благодарили за то, что мы видим теперь, что там есть и как там работает. Население также часто использует видеокамеры в быту. Многие устанавливают их на подоконниках, в квартирах, в подъездах, на домах, чтобы видеть, как стоит припаркованный автомобиль, или смотреть, например, на площадку, как играют дети на детской площадке, чтобы контролировать этот процесс. Камеры работают удобно. Я сейчас не в качестве рекламы, а в качестве функциональных возможностей, что можно видеть и через мобильный телефон, и через экран компьютера, и удаленно, вне зависимости, где ты находишься, в каком городе. Это очень такой удобный функционал. А самое главное — это хранение видеозаписей. На локальных камерах видеонаблюдения надо, чтобы у вас был жесткий диск, чтобы где-то это хранилось, а не дай бог там скачок напряжения, оно все стирается. А тут оно все хранится в облаке, и вы всегда в любой момент с любого устройства, введя свой логин и пароль, можете посмотреть, перемотать, посмотреть и нужный вам необходимый участок времени увидеть. Не так давно в Якутске состоялся федеральный форум «Цифровой алмаз», где вы принимали участие. Расскажите, что было интересного, какие проекты представили и вообще какие впечатления? Да, «Цифровой алмаз» — это всегда яркое событие на территории Республики Саха-Якутия. Это большое количество участников. Мы всегда и точно и будем, и были участниками этого проекта. Мы считаем, что Республика Саха-Якутия занимает первое место в России в части цифровизации, в развитии искусственного интеллекта, в развитии мобильных приложений, мобильных игр. И поэтому такой форум с привлечением федерального министра, даже нескольких министров, не только инноваций, но и промышленности и других, с привлечением крупных игроков на территории, отраслевых компаний,
экспертов. В этом году даже были международные эксперты из Китая. Дает особый толчок и развитие региона, ну а самое главное — развитие той отрасли, в которой мы работаем. Очень много молодежи. Это тоже хороший такой акцент на то, что молодежи это интересно, и она развивается. Компания Ростелеком и как участник, и как спонсор этого мероприятия показывала свои продукты и услуги, которые есть у нас на рынке и которыми мы занимаемся. Естественно, мы тоже участвовали в разных пленарных дискуссиях и с экспертами обменивались мнениями, в каком ключе и в каком направлении двигаться. И если говорить уж так, ну, по прикладной части, хороший и сильный акцент делается на сферу образования, на сферу медицины. Отдельно идет промышленность, прям блоком большим, прям сильным блоком. И там промышленная безопасность, искусственный интеллект, аналитика. Ну и вот понемножку мы там затрагиваем сейчас сферу жилищно-коммунального хозяйства, одна из таких важных и перспективных, опять же, в плане развития. Ну, сельское хозяйство — это однозначно, уже давно используются и ГИСы, это разные информационные системы, связанные с георазнесенными данными, с позиционированием на территории, с охватом земель, где там можно посев делать, где реки текут и так далее. То есть такие крупные информационные системы созданы, и они развиваются. Также хотел бы сказать, что очень большие молодцы технопарк, IT-парк, Министерство инноваций, которые на своих плечах такие мероприятия организовывают, вытаскивают. И «Квартал труда» отдельно тоже площадку такую большую подготовили. Такое количество людей. Ну, молодцы ребята, правильно все делают, и мы им будем помогать. А какие проекты вы представили? Мы показали вот видеонаблюдение, большой наш проект, который реализуется по всей стране. Мы показали цифровизацию и автоматизацию жилищно-коммунального хозяйства, какие у нас есть наработки по энергоэффективности, как мы их применяем. Мы показали такую программу строительных сервисов, которая внедрена в Республике Саха-Якутия, и каждый застройщик вносит свои данные, и теперь государство видит и динамику, и видит, что происходит именно в строительной отрасли. Вот. Ну, естественно, традиционные наши услуги, цифровое телевидение, ВИНК, видеонаблюдение. Вот вы как раз сказали про ВИНК, и у меня есть вопрос про якутские фильмы. Насколько широко они там представлены, и насколько налажено сотрудничество по поставке, скажем так, наших фильмов на ВИНК? Да, индустрия кино в республике, вы видите, да, не мне вам рассказывать, занимает тоже очень сильную позицию. И последнее, особенно время, последние года, первые места на разных конкурсах, на разных форумах, на разных премиях. И это не может не радовать. Вот. А мы, естественно, не хотим быть в конце. Мы вместе с развитием якутского кино совместно с коллегами из НВК «Саха» запускаем постоянно какие-то новые сервисы, новые закладки. У нас есть отдельная прям закладка якутского кино, где вы можете зайти и выбрать понравившийся вам фильм, его посмотреть. Мы работаем с режиссерами фильмов, которые коллеги снимают, которые создают. По максимуму стараемся, чтобы эти новинки были у нас, чтобы люди и наши абоненты могли их смотреть. Естественно, будем поддерживать в любом случае. И все якутские фильмы, которые выпускаются, мы тоже стараемся, чтобы они были в нашем приложении. Вот буквально в этом году совместно с коллегами из НВК «Саха», кроме фильмов, мы запустили еще детский телеканал «Току». Вот, очень удобно, 22-я кнопка. Удобно листать. Я иногда сам смотрю, мне очень нравится там на якутском языке мультики, и они выглядят достойно и качественно сняты. Тоже коллеги большие молодцы, что это делают, популяризируют, прям захватывающее зрелище такое. А фильмы будем, поддерживать, точно будем развивать это направление. Это очень здорово. Хотела вас попросить рассказать немножко, очень кратенько, про планы на 2025 год. Планы на 2025 год грандиозные. Естественно, есть определенные ограничения по бюджету, как это всегда. Но, как показывает наша практика, и я уже повторюсь, при совместном усилии с Республикой Саха-Якутия
отдельно с Министерством инноваций, с министром Василием Васильевичем Ефимовым, мы планируем реализовать большие стройки по УЦЕНу. Это 14 населенных пунктов. Часть населенных пунктов, там 50% попадает по стройке линий связи волоконно-оптических, часть также по спутнику будет. Грандиозный проект, который мы сейчас активно развиваем и заявились на финансирование, это строительство оптики Симчан-Зырянка из Магаданской области. Видим, что там удобнее построить, и трасса понятная, и логистика тоже понятная. Вот, планируем оцифровать этот населенный пункт, этот район. Уже у нас запланирован бюджет на строительство линий связи до населенных пунктов Усть-Майского района. Мы подключали такие населенные пункты, как Кюпцы, Жанцы, Ильдикан. Сейчас планируем идти дальше, также совместно с золотодобывающими компаниями. Это и Золотинка, неправильно сказал, Звездочка, Солнечный, Югоренок. Вот эти вот населенные пункты. Вот. Смотрели уже вчера и делаем наметки на Среднеколымск. Тоже один из самых отдаленных населенных пунктов. И хотим закончить цифровизацию Алекминского района, это пойти дальше в сторону Ленского, от Дабана, и подключить ряд населенных пунктов к телефонной связи, к цифровому интернету до населенного пункта Турукта. Вот. Это такие, если мы говорим в части инфраструктуры. В части венка мы планируем его развивать. Вы видите количество сериалов, которые сейчас выпускаются. Это отдельное направление нашей деятельности. Тоже рекомендую посмотреть. Разные направленности. Есть там и 90-е, есть там и культура, и тоже и мультфильмы разные есть. Это вот тоже такое отдельное направление, в котором занимается компания Ростелеком. Будем развивать цифровые сервисы. Мы работаем по медицинским информационным системам, и в каждой районной больнице уже установлена медицинская информационная система, в которой заполняются карточки, и она развивается и передается информация. Кроме этого, мы будем развивать также программу строительных сервисов, как я сказал, жилищно-коммунального хозяйства. Отдельно сейчас всплыла тема, которую подсветил нам министр инноваций Василий Васильевич, это телефонные мошенники. Хотим кибербезопасность. Кибербезопасность, да. Хотим эту тему прям сильно поразвивать и покачать, потому что по статистике очень большое количество денег за последнее время как граждане России, так и якутяне отдали мошенникам, ну, считайте, вот с такими вот провокационными звонками и с такими отправкой разных сообщений и ссылок. Сложный вопрос, потому что тут завязано большое количество операторов, мобильных операторов. Но есть уже программы, которые тестируются. Есть разные антифродовые программы, есть программы, которые видят звонок и понимают и анализируют, кто звонит, или это там частые звонки, или это разовый звонок с каким-то там предложением. Вот будем это крутить, у нас появляются мысли, опять же, Министерство инноваций поддерживает. Хотим 25-й год посвятить борьбе с телефонными мошенниками. Это если говорить про это направление. Ну и в целом нельзя забывать про город Якутск, про пригород, потому что многие говорят, вот вы построили очень в отдаленный населенный пункт линию связи, оцифровали, а у нас где-нибудь на Хатын-Юряхе или Сергелярском шоссе до сих пор нету интернета. Мы тоже про жителей города и пригородов не забываем, развиваем связь в Хатасах, в Мархе, в Нагрессе, на Хатын-Юряхе. То есть стараемся, понятно, не все быстро, и быстро невозможно все сделать, тем более качественно. Вот. Но точно уверен, что вот в ближайший 25-й год, 26-й год мы максимально и в 100% объеме охватим все пригороды и домохозяйства наших граждан в городе Якутске. Ну, для меня было на самом деле открытием, что Ростелеком создал госуслуги. Вот расскажите об этом опыте, и вообще это получается повсеместно, во всей стране, очень удобно, очень здорово. Да, Яна, вы правильно отметили, что Ростелеком действительно создал и эксплуатирует портал государственных услуг. Это важная стратегическая государственная задача. С чем она связана? Это с тем, что мы должны уйти от нарочного предоставления либо передачи разного плана справок и документов и получать их в электронном виде. И вот там, куда мы заходим оптикой и развиваем цифру, уже у жителей и у граждан появляется такая возможность. Каждый год появляется новое количество и обновляется, модернизируется государственных услуг.
так называемый перевод из аналога в цифру, да. И мы занимаемся, допустим, оцифровкой, ну, уже вот это уже в порядке вещей, там, получения водительского удостоверения, регистрации автомобилей, разрешения на оформление оружия. Там сейчас активно развивается сервис получения путевок и лицензий на охоту или на рыбалку. Ну и другие такие полезные сервисы. Портал сам удобен, можно очень большое количество справок получить, не надо никуда выходить из дома, но в то же время это сложно. Почему? Потому что многие хакеры пытаются его взломать, там большой объем персональных данных, и компания Ростелеком имеет большое количество центров обработки данных и серьезный контур, ну он не один, их 3, защиты персональных данных и в части информационной безопасности. Поэтому нашим гражданам не стоит бояться, что их там, данные могут куда-то утечь или что-то произойти, защищаются надежно. Очень большое количество было атак за последние 2 года, но мы их всегда успешно отбивали, и никаких проблем не возникало, утечек ни разу не было, все было отлично. Да, развиваем, в планах развивать и получение документов, связанных с жильем, и медицинских, ну, интегрирование с медицинскими информационными системами. А так портал государственных услуг реализован только в Российской Федерации. У нас даже есть обращения с других стран, компании, ну такой небольшой секретик, да, где просят, а можно ли создать, вот особенно вот страны СНГ, да, наши ближайшие партнеры, а можно ли создать и организовать вот такой вот сайт, портал государственных услуг в их странах. Вот. Ну и компания тоже задумалась о том, действительно, может быть, поразвивать эту сферу. Сервис удобен, да, и рекомендую им пользоваться, а мы точно сделаем так, чтобы он работал стабильно и надежно. Ну, планы действительно грандиозные, так как у нас выпуск предновогодний, у вас есть уникальная возможность обратиться к якутянам. Пожалуйста. От себя лично и от филиала Саха-Телеком хочу поздравить жителей Республики Саха-Якутия с наступающим Новым годом, пожелать крепкого здоровья, успехов в работе, семейного благополучия и счастья. Ну и самое главное, чтобы наша связь была надежная, мы с вами общались и получали только положительные эмоции от этих моментов. С Новым годом вас! Благодарю вас за интересную беседу. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Яна Бабаева. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.